Чурон. Сколько раз его подносили молодым на якутских свадьбах? Сколько гостей встречали, наполняя священный сосуд до краев терпким и хмельным кумысом? Ни одна церемония или праздник не обходилась без присутствия чурона. Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская. Эта программа «Испытана на себе». Сегодня в рамках нашей программы мы овладеем искусством изготовления чурона. Изготавливается он обычно из дерева, преимущественно из березы, но обо всем по порядку. Обо всех нюансах мы расскажем в течение нашего эфира. «Испытана на себе». В нашей программе нам будет помогать Мичел Николаевич, мастер по изготовлению чурона, который, я думаю, меня и обучит. Здравствуйте. Для начала расскажите, что это за сакральный такой столовый предмет, что вообще из себя представляет чурон на нашей якутской земле? Чурон – это священный сосуд, это точно. Его вообще изготавливают из березы вручную в старину. И сейчас делают. Он используют для открытия больших празднеств. В основном Исеха, Талгыштиты, без чурона никак, благословение Духа мои. Для этого без сосуда чурона. Есть интересная легенда о том, что первый изготовил чурон и начал пить из него кумыс, это Элей-Ботур. Элей-Ботур, да. Да. Ага. Эта легенда есть вроде. Мы как будем делать? Вручную, потому что я читала, что где-то даже из топора и ножа готовят, делают чуроны. А я смотрю, мы стоим у токарного станка, это, наверное, тоже не просто так. В основном старину делали вручную. Известно, что в старину станков никаких не было. Потом после этого уже, когда станок появился, начали станками делать станочную. А так форма чурона, узоры, все не меняется против. Идет традиционные узоры. Там же считается, что, во-первых, чуроны они по кругу располагаются на ярусах, и чем больше вот этих ярусов, тем священней сосуд. Нет, это спорный вопрос, но... А вот то, что раньше делали либо 3, 6 или 9, как сакральные числа. Да, по-моему, из 9 и 7 состоит большие чуроны. А мы сегодня из скольки будем делать? Мы будем делать сегодня просто на станочное изготовление чурона, будем ознакомливаться на станке, как сначала обрабатывается станок, не станок, а это сначала, например, берется материал березы. Отсюда берется, например, вот такой определенного размера. Чурка. Чурка, чурбак. Отпиливаем и сначала бересту убираем. И вот такую кругленькую. А сначала наносится орнамент, а уже потом вырезается? Нет, сначала в станке делаем вот такую болбанку, и потом из этого материала уже начинается делаться форма чурона. А некоторые же делают с цельной ножкой, то есть которая сразу идет. Здесь она будет сделана или она будет прибита? Нет, прикреплена? Вообще все делают из цельного дерева, треножные, одноножные чуроны из цельного. Как раз мы можем видеть. Эти чуроны, то есть видно ни одного места соединения, то есть он сделан цельный. Вот такой красивый. Я хочу такой сделать. Или приблизительно такой. С чего мы начинаем? Все начинаем устанавливать на станок и начинаем. Вот станок, например, и сразу устанавливается на... сначала изготавливается все эти дырочки, а мы ускоренный вариант будем делать. Опять за середину. Сюда заднюю бабку закрепляем. Вот эту штуку. Как в тиски, да, ее зажимаем? Да, проворачиваем. И вот это фиксируем. Это допустимая, да, норма движения? Да, станок на 220 работает. Зеленый включает, красный выключает. Вот эта скорость. Например, сейчас он уже начнет крутиться.
ты. Вот эта скорость, вот так на себя нажимаешь, вот скорость замедливается, вот так ускоряется. Ну, в среднем вот такой примерно скорость. Так, еще один момент. Так, вот это вот подручник называется. Это что такое? Это подручник, и нож прикладывается сюда, вот этот подручник посередине материала должно быть. Вот, например, нож резец называется. Он как бы, ну, плюс-минус там миллиметр, ну, во всем середине должно быть Для чего? для строгания. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, некоторые вот так держат, например, некоторые вот так удобно. То есть вот это мы должны приложить, да, его? Нет, вот сюда, А, вот вот так. такое расстояние. А, чтобы я опиралась Да, на да, него. да, да. Вот этот нож сюда опираешь, вот этот сюда опираешь, руками держишь, чуть крепче держишь на всю длину, вот сюда держишь и включаешь, и примерно вот такое движение. Вот этот кончик ножа должно быть касаться вот этого, ну, материала. Хорошо. Не этой стороной, не вот это краями. Если краями засыпите, она как бы засыплять будет. А вот это вот ну, вроде круглая же примерно. Круглая часть вот этой. Все, включаем. Ой, давайте включим. Держи вот так. Ручку вот так. А вот так тоже можно. Ага. Ой. Ну-ка, руку можно вот так держать. Я вот, например, вот так держу, как бы козырек сделаю из этого, из своего. Ага. Вот так вот держу. Хорошо. Вот так держи. Ага. Вот это зажимаешь большими пальцами. Выключи. Красный, ага. Ну все, Ой, достаточно. а мы же рисунок весь сточили. Ну сейчас сделаем рисунок. А, Потом ну ладно. А я думаю, чем мы занимаемся? Все, до этого достаточно? А почему Да. он нагрелся, кстати? Да, вот на сухой материал она нагревается чуть-чуть. Да, она прям горячая, потому что в какой-то момент с непривычки... Так, сначала вот так. Вот прям вот это и очень хорошо, то есть она прям максимально снимает вот весь этот шершавый слой. Еще мелким подровняй, достаточно будет. Вот такая ровненькая, гладенькая. Хоть сейчас лаком покрывай. Ой, какая красивая. Все, я ее вынимаю? Или еще что-то делаем? Полоски будем делать. О, а это мы здесь же делаем на Да. станке? На станке же делается. Подручник ставишь. Так, заново, да? Вот этой стороной. Вот так. Примерно чуть повыше подними-ка. Ага, Это вот. А, все. так? Вот это. Так, и вот это. Не-не-не. А, наоборот, Ага, наверное же. все. Чуть повыше делаешь. Еще повыше, да? Не, вот это. Вот так. Все. Расстояние где-то 2-3 сантиметра вот так Да, хватит. есть. 2-3 сантиметра. Достаточно.
Ой, дайте я тоже сделаю. Нормально, нормально, хорошо. Достаточно или до Достаточно. конца? Так, потом берем, Друзья, если честно, это моя первая ровная линия в жизни. У меня всегда с этим были большие проблемы. Ага, теперь. теперь вот этот резец называется тоже. Его держим вот так вот таким планом, вот кончиком ножа, чуть-чуть нажал, а там видно будет, что это следы от резца осталось, линия. Потом чуть-чуть сюда двигаешь, То есть я должна ее глубокую, да, сделать вот такую ломку? вот такой ближе держишь, и вот такими движениями. Раз, два, раз. Сейчас покажу, потом сама будет делать. Вот линия здесь, вот это карандаша. Вот линия, чуть-чуть нажал и все. Потом отсюда. Потом это убирает. Достаточно. О, потом опять сюда. Так, попробуй. Вот так держу, да? Ага. Вот так. Ага. И сюда. Оп. Оп. Ага. Ух. Ой, я большую сделала. Ага. Что пойдет? Ну-ка, останови-ка. Вот это вот остатки остаются сюда, такого Да. не должно быть. Эти надо убрать. Движениями ножа, кончиком ножа. Сейчас, да? Мгм. Вот так держи. Сейчас можно это оставить. Заново иди по этим линиям, по этим. Ну, в целом что-то получилось. Мгм. Так, сейчас я более яркую сторону выберу. Ой! Испытано на себе. Друзья, вам надо это увидеть. Мне казалось, что это гораздо хуже. Вот, оказывается. А есть потоньше? Или его Нет, затачивать просто самый надо? тонкий вот этот. Это самый тонкий. Ага. На самом деле, друзья, самое сложное, это, конечно же, попасть вот в линию, которая была предварительно нарисована, потому что с непривычки как бы и рука дрожит. Во-первых, ты и лезвием не сразу попадаешь. И плюс ко всему, то есть нужно вот эти вот лево-право сделать такие движения для того, чтобы эта лунка была глубокая, ну и она была более такая просматриваемая. То есть это не просто нанести полоску и разрезать, как ты режешь, грубо говоря, колбасу, а именно сделать... Это у нас что будет? Это у нас будут пояса для там, где орнаменты Да. будут наноситься. Да, чтобы они были вот так оформлены, чтобы очень было все красиво и сакрально. Испытано на себе. Ага, все. Хватит. Потом чуть пошире делай, когда вот это, там, где орнамент будет. Вот так.
Оп, все. Вот такие полоски делай, потом в этом месте орнаменты будем делать. Тонкие делать до конца? Ага, ну, вот такие вот. Сначала тонкая идет полоска, потом чуть пошире, где орнамент здесь будет. А вот где что тот, такой орнамент маленький? Ну, в смысле, такой поясок у него узенький. поясок это как бы забор. Внутри этого делается орнамент. Обязательно какой-то у него забор есть. Граница как бы. Вот это остается как бы границей узора, а где-то орнамент будет. Я все, я поняла. Ага. Ну, вот так чуть-чуть, вот так держи. Ага. Оп. И... Ага. И заборчик. Орнамент пошел. Оп. Мгм. Ага. Все, хватит, хватит. Ага. О. Нормально. А дальше там уже вибрация идет. Что? Дальше там уже вибрация идет. отключаю, да? Все, отключай, ага. А вот этот сучок попался в этот, поэтому здесь как-то вот. Да, криво получилось. Тебе достаточно. Снимаем и узоры. Нанесем в эти полоски узоры. Вот это ослабляешь. Раз. Потом. Опа. И все. Ну вот, друзья, даже меньше, чем за полчаса уже появились какие-то наброски будущего чурона. Приступаем к дальнейшей Это как бы работе. заготовка для нанесения узора, а не сама форма чурона. А, не сама форма, потому что мне показалось вот то, что она такая уже выгнутая. Это уже чурон. Испытано на себе. Вот эти полоски, например, вот они. Вот как бы забор у нас. Вот Это который вот Да. 0,5 миллиметров, который у нас, да, ширина? Да, вот это вот. Вот это вот тоже. Чуть побольше получилось, но нормально. Вот это, вот это, вот это все узоры. Теперь начинаем как бы треугольники такие, вот такие. Вот кончик, эти вот, ага, кончик ножа, Вот этот вот, друзья, будем Да. делать. Зигзаг. урага называется по-якутски. Урага. Урага. Что это значит? Жилище якутов. А, ураса. Да, ураса вот такие вот. Ну, это символ как бы. Кончик ножа видишь? Да. Мгм. Он должен попасть в середину вот этой полоски. Не сюда, а именно в середину, примерно вот так. Раз движение, два движения, Я поняла. три движения. Вот так идешь до конца. Потом вот это вот недорезы убирается. Ножиком, да? Вот это.
это в конце. Сначала идешь как бы ритмику держишь и расстояние вот это. Флаг в руки и вперед. Ну, давайте вперед, так вперед. Мгм. Так, вот он. Да-да-да. вроде бы. Ой, получилось коряво так. Нормально. А есть ли какая-нибудь сезонность, допустим, к празднованию Исеха больше заказов? Когда уже работаешь днем и ночью. Ну, для себя определяешь время, сколько у тебя времени и примерно Самое большое количество, которое вы делали за день? Ваш личный рекорд, так скажем. от начала до конца, да. Да. Уже прям готовые изготовления изделия. Ну, на станке, не знаю, штук 5, наверное. Но он значительно облегчает работу. Конечно. А Намного. когда-нибудь, как древние якуты, пробовали сделать, ну, с самого начала там, с помощью топора и ножа? Да. И сколько у вас тогда времени ушло? На высыхание идет где-то порядка неделю. На Это на высыхание? высыхание, да, из сырого делать, из сырого материала делается вручную. И за 2 недели где-то большой чурон делается вместе с высыханием. А самый большой чурон какого размера был, который вы делали? Ну, самый большой 80 с чем-то. Такой? Мгм. Это сколько времени на него ушло? Ну, не помню, просто, ну, в среднем дней 20, даже больше. Ну, чуть меньше месяца. У меня вот что-то похожее, но это даже больше не ураса, а какие-то момские холмы получились. Даже какой-то становой хребет. Вот полоску, смотри, вот эта полоска же идет, вот эта. Ты делаешь уже вот острый ножа у тебя вот здесь получается. Ты чуть повыше бери, вот на серединку. А вы помните свой первый чурон? Помню. Как вы вообще к этому пришли? Это было веление души или так же? Наверное. После армии как-то захотелось это чуроны делать. Я начал летом, это было дело, в 88 году. Я начал уже, ну, станка у меня в то время не было. 35 лет. Ну, в 88 году это сколько будет? 35 лет. Да, вот то лето я начал чуроны делать. Станка не было и сразу начал вручную делать. Ну, форма там вроде такой похожий делал. Одноногий чурон делал и Это вот на такой треножный. стоечке. Да, Вот и трехножный. Трехножный как раз вот такого размера было. А одноножный чуть поменьше этого. А какой проще? Наверное, вот это, да? Одноножно делать. Одноножный, да, чуть проще. А трехножный вот так вот много надо вырезать. Хороший нож надо иметь. А вот, кстати, что касается ножек, их как, на станке вырезать или это уже ручная работа? Да, ну полустоножный можно сказать. Тоже в станке как-то болбанка вот такая делается, где оставляется вот эта часть для ножек, потом тоже на станке вырезается, потом вручную уже стамеской и ножом. Сейчас вот интересуется, вот сейчас курсы открыли мы. Ну не то, что мы, вот училище сейчас курсы идет, как доп. Образование. И там люди вот желающие, ну со стороны уже
записываются и приходят на курсы изготовления чурона. Что для этого нужно? Вот, все, посмотрите. Вот это, друзья, должна была быть ураса. Очень-очень много, стоящих по кругу. Ну, у меня забор урасы. Мгм. Это уже урасу оградили, получилось. А нет, так красиво, мне так нравится. Так, Потому что я это сделала сама. И, кстати, я вот как упиралась, это стамеска, да, или как-то нож? м, Это как все-таки правильно называется? резец. Резец, Мгм. лобзик. Вот, в общем, видите, у меня уже вот эта часть посинела с непривычки, и я думаю, что еще чуть-чуть наших съемок, и под конец съемки у меня уже будет полноценная мозоль. Вот этим попробуйте. Это помельче, да? Похоже, ну, резец, но это полукругом идет. Угу. Опять такая же техника, опять посередине. Угу. Вот такой красивый узор получится. Да, И красивенько. обратную сторону вот даже идешь. Ух ты! А это что за рисунок? Это называется тенрак. А это что такое переводится? По-якутски это называется... Как его называть-то? Видите? Как бы колмики такие. Как сопки? Мгм. Опять же сюда вот кончик ножа на середину вставляет. Угу. Раз, два. Так идешь. Ну так вот, что касается курсов. Что нужно для того, чтобы эти курсы пройти? Попасть? Желание. Только желание. Мгм. А какие-то, может быть, дополнительные навыки? Приходишь сюда, уже начинается, да. Какие Первое занятие для ознакомления, потом уже какие ножи должны для нанесения узора. Установка здесь есть, материал мы даем. Они приходят, уже начинают со следующего занятия. Ну, с первого занятия уже Кто чаще всего проходит эти курсы? Люди взрослого поколения, либо молодежь? молодежь тоже есть. В основном люди среднего поколения, ну. Сейчас девушка молодая ходит, очень желает поступить сюда. И Вот. заранее вот ходит на курс. А что касается, может быть, навыка рисования? Вот, допустим, у меня его абсолютно нет, но я бы очень хотела бы сделать, чтобы у меня дома стоял чурон, изготовленный вот этими вот руками. Мгм. Тогда можешь ходить на курсы, записываться и ходить. Сколько они длятся? Ну, сейчас идет процесс, как бы идет. 2-3 занятия прошло. Каждое воскресенье, субботу-воскресенье, как получается. В субботу после обеда, а в воскресенье с 10 часов где-то приходят. Ну, записались там человек там примерно 7-8, по-моему, а так по разным причинам не приходят. Ну, воскресенье-то. Мгм. Есть причины веские Да. не приходить. Например, А спишь. желающие приходят. Так, я сейчас как раз пойду в отпуск. Друзья, кто хочет со мной на курсы, записываемся. Якутское художественное училище. Город Якутск. Будем вместе делать с вами чурон. Что-то у меня такие глубокие не получаются. Или нормально? Мгм, нормально. А дети Вот это вот ходят? детей пока нету. Ага. Мгм. Еще чуть ближе. Еще ближе, да? Мгм. Оп, все. Вот так и делайте. Хорошо.
Вы когда делали, вы как будто это ножом по маслу так проходите. Вот Он так даже можно не держать. втыкается. Если вот так об стол опирать, он будет, тогда вот угол атаки как бы вот так держишь. Примерно вот так будет. Опирать и держать угол атаки. Мгм. Ну, что-то, да, похожее такое на правду. Держи материал. Потом крутанется, и можно руку поранить. Тут не только руку можно поранить. А вообще, сколько от момента изготовления, то есть вот этой вот чурки, до уже полноценного чурона, который готов там, ну, к покрытию лаком? Сколько времени должно пройти? Или здесь, например, каждый мастер делает для себя на свою руку, как бы. Вам сейчас трудно будет, например, резцы мои же, например. Это уже как бы на мою руку. Мгм. Ну, в Поэтому, целом, да, поэтому у меня мне легче. Потом, если заниматься будете уже выбираете свой, ну, размерчик на свою руку, как бы рукоятку переделываете, там тряпочку можно завязать, там, ну, чтобы удобно было резать. Ну вот у меня есть такое ощущение, что она как очень-очень тоненькая ручка, вот сам этот резец, то есть его немного... Во-первых, я уже с того момента, как закончила школу, институты и прочее, не брала ручку в руки. То есть такого навыка он у меня слегка растерян. В обычной жизни я не так часто что-то пишу, дневник я не заполняю. Максимум там в конце недели ребенку подпись куда-нибудь поставишь. О, вроде получается. Должно получиться. Уже со второго, третьего раза уже лучше получается, как практика показывает. У некоторых чуть-чуть процесс долго идет, когда вот, а у некоторых чуть побыстрее. Ну, может, у них какая-то практика есть, Да, ну, у там них, свой по-моему, новый практика навык. какая-то есть. И у некоторых руки сильнее, руки покрупнее. Ну, я честно признаюсь, я никогда ничего подобного не делала. То есть максимум, что я там делала своими руками, что можно было бы к такому виду времяпрепровождения отнести. Но я зашивала там что-то, шила. То есть это был мой максимум, не более. Вот с деревом я никогда, ну, гвоздь еще могу прибить. Все. На этом наши совместные труды заканчиваются. Испытано на себе. Так, ну мне кажется, у меня что-то начало такое, ну ладно. Надо было сначала доделать, потом комментировать. Потому что как только я произнесла, что вроде неплохо, я пошла по наклонной какой-то. Знаете, я понимаю, почему здесь какой-то сакральный смысл закладывается. Пока делаешь, обо всем на свете передумаешь, все вопросы свои обсудишь сам с собой, к какому-то выходу, к какому-то решению придешь, прям стабилизируешь свое эмоциональное состояние и придешь к чему-то уже хорошему. Что, друзья, я думаю, стоит оценить мой труд. Кривоватый, но с душой. Я, если честно, очень сильно старалась. Как вы можете понимать, изготовление чурона – это не быстрый процесс, занимает он около суток. Это с использованием техники уже, последних каких-то инноваций, которые нам облегчают
жизнь. И для того, чтобы из такой чурки получить вот такой чурон, нам пришлось снимать целый день. Но так как время нашего эфира ограничено, я могу вам показать вот результат своей работы, как было в начале, как было в конце, что я сейчас держу в руках, вы можете оценить самостоятельно. Все, кто хочет научиться также изготавливать чуроны, или просто хочет, чтобы дома у него был такой замечательный. Самое главное, что это доступно, и этому может научиться каждый житель и гость нашего города. А я с вами, друзья, прощаюсь. Мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем пока!